Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Иван Пронин стал первым борцом из Якутии, который удостоился звания чемпиона Азии по бразильскому джиу-джитсу. Континентальное первенство под эгидой Международной федерации джиу-джитсу прошло в знаменитом зале боевых искусств Будокан в Токио, где давали концерты такие звезды, как Beatles, Queen и AC/DC. На международном турнире, кроме сильнейших команд из азиатского континента Японии, Кореи, Монголии, выступали спортсмены из Австралии, Англии, Бразилии, Германии, с России и других стран мира. На соревнования в Токио вылетели трое борцов, которые представляют первый якутский клуб по бразильскому единоборству Якутиан Тим Джиу-Джитсу. Боровшийся в весовой категории до 82 килограммов, Иван Пронин в итоге стал победителем турнира. Два других спортсмена, Борис Корнилов и Владимир Пермяков, уступили соперникам по очкам и не смогли завоевать наград. Напомню, Иван в этом году уже принимал участие в международном турнире в Санкт-Петербурге и завоевал 2 бронзовые награды. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА может запустить проект по созданию независимого органа, который будет бороться с договорными матчами. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в Люблине во вторник. УЕФА оценит целесообразность запуска проекта. Также исполком постановил, что в городах чемпионата Европы 2020 года суммарно будет посажено 600 тысяч деревьев в качестве солидарности в сохранении экологической стабильности. В честь 60-летнего юбилея европейского первенства турнир пройдет в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет 3 матча группового этапа и 1 встречу четвертьфинала. Российские регбисты потерпели поражение во втором матче группового этапа Кубка мира против команды Самоа. Встреча, прошедшая во вторник в японском городе Камугая, завершилась со счетом 9-34. В своем первом матче в рамках группы А, который открывал соревновательную программу турнира, россияне также потерпели неудачу. Встреча против хозяев Кубка мира сборной Японии завершилась с разгромным счетом 10-30. Сборные России и Самоа впервые в истории провели очный матч. Ранее команды друг с другом не встречались. Для самоанцев матч против россиян стал первым на текущем Кубке мира. Согласно рейтингу Международного совета регби, сборная Самоа была самым удобным соперником для россиян на групповом этапе. Самоанцы располагаются в рейтинге на 16-м месте, в то время как остальные сборные Шотландии, Ирландии и Японии находятся в десятке лучших команд планеты. Россияне в итоге занимают в мировом рейтинге 20-е место. «Спартак» проиграл уфимскому Салавату Юлаеву со счетом 2-4 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве. «Спартак» потерпел 8-е поражение в 11 матчах сезона и 4-е в последних 5 играх. Салават Юлаев одержал 6-ю победу в 9 играх сезона и 4-ю в последних 5 встречах. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает 8-е место, набрав 9 очков. Салават Юлаев идет на 2-м месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков. В следующем матче «Спартак» дома сыграет против «Автомобилиста» 26 сентября. В тот же день Салават Юлаев на выезде сыграет против санкт-петербургского «СКА». Санкт-Петербург выбран местом проведения финала футбольной лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА сообщил глава организации Александр Чеферин. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге, сказал Чеферин. Также он сообщил, что Мюнхен примет финал Лиги чемпионов в 2022 году и Лондон в 2023 году. Ну а финал Лиги чемпионов пройдет в 2021 году на стадионе «Газпром-арена», домашней арене Санкт-Петербургского «Зенита», вмещающей 62 тысячи зрителей. В Петербурге состоялось 7 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также стадион примет 4 матча чемпионата Европы 2020 года. Россия в 3-й раз примет финал Еврокубка. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.